В Молдавии проевропейские партии с небольшим перевесом опередили пророссийские партии по итогам выборов в парламент, проведенных 30 ноября. На 1 декабря результаты выборов почти полностью подсчитаны и свидетельствуют, что 3 проевропейские партии получили в общем более 44% голосов. Пророссийская партия социалистов заняла 1 место, а партия коммунистов – 3. Вместе у них 39% голосов. В Ереване собравшиеся возле парламента демонстранты призвали парламентариев не ратифицировать договор о присоединении Армении к Евразийскому союзу, в состав которого входят Россия, Казахстан и Белоруссия. Договор должен вступить в силу 1 января. В октябре президент Армении Серж Саргсян подписал договор. На этой неделе проект договора включен в повестку дня парламентской сессии. Протестующие демонстранты считают, что торговый союз вреден для армянской экономики и ведет к колонизации Армении и России, в частности, к утрате Армении суверенитета и независимости. В Киргизии власти продемонстрировали новое пограничное оборудование, таким образом наглядно подтвердив намерение вступить в экономический союз, возглавляемый Россией в конце текущего года. Кремль ассигновал $500 миллионов, чтобы помочь Киргизии усилить охрану границы и обеспечить ее новым оборудованием. Новые контрольно-пропускные пункты станут опорными точками границы после вступления в Киргизии в Союз. Эти деньги успешно осваивают. В Иркутске руководство и рабочие строительных предприятий потребовали отставки местного губернатора. Протестующие обвиняют его в коррупции и лоббировании бизнесменов, лояльных властям. В акции приняли участие около 2000 человек. Представители менеджмента заявили, что их лишили крупного подряда за отказ давать взятки. Владимиру Владимировичу Путину. В столице Сербии, Белграде, учителя устроили театральный перформанс, чтобы выразить протест против правительственных планов экономии, в частности, сокращение зарплаты государственных служащих на 10%. По их словам, их перформанс «Вставай» адресован премьер-министру Александру Вучичу, который пренебрег призывами исключить учителей из нового плана экономии. Пакистан. В Исламабаде лидер оппозиции Имран Хан заявил, что он намерен мобилизовать своих сторонников и отключить страну 16 декабря в случае, если власти не сформируют юридический комитет для расследования фальсификаций, допущенных во время выборов. Имран Хан, в прошлом игрок в крикет, ставший государственным деятелем, в течение нескольких месяцев возглавляет протесты, направленные против премьер-министра Наваза Шарифа. Имран Хан утверждает, что нынешний премьер-министр пришел к власти в результате повсеместных подтасовок во время всеобщих выборов в мае 2013 года.